Но вот тема ковид все-таки актуальна по-прежнему, второй год уже. И в результате этой пандемии пострадали действительно целые отрасли мировой и российской экономики. И наиболее чувствительные это все-таки малый бизнес. Вот где та самая грань, Радий Фаридович, между введением новых ограничений, развитием? Будете ли поддерживать бизнес в следующем 2022 году? Вы знаете, действительно, самое тяжелое, наверное, вообще самое тяжелое, когда пандемия началась, это, конечно, когда люди умирают и тяжело болеют. Это самое тяжелое. И это вообще, наверное, главное, с чем мы должны бороться. Но для того, чтобы как раз люди не умирали, и люди меньше болели, и мы, наконец, остановили эту инфекцию, нам приходилось принимать очень сложные решения. Решение, знаете, вот для человека, я-то пришел созидать, честное слово, мне хотелось строить, созидать и так далее. Когда приходится делать ровно наоборот, это было, как это говорят, когнитивный диссонанс, да, и было очень, очень сложно принимать, потому что я прекрасно понимаю, что особенно чувствительно был малый и средний бизнес. Для маленького предприятия, для ресторана, введение любых наших ограничительных мероприятий, это было катастрофой. Поэтому я это говорил и сейчас говорю, что мы ясно понимали, что мы бьем по ним. Мы ясно понимали, что это тяжелейшие для них условия создаем. Но у нас другого выхода не было. Это вынужденная мера, да? Это вынужденная. Мы выбирали баланс. На одной стороне здоровье людей и желание остановить массовое распространение инфекции. На другой стороне экономически. Но ведь для справедливости надо сказать, что мы все-таки предусматривали очень большой пакет мер для того, чтобы хоть как-то компенсировать те траты, те последствия негативные, которые они получали. Поэтому, ну вот даже вот мы с вами сидим, в это время никто не отменял ряд ограничительных мероприятий в отношении ряда предприятий. Поэтому, тем не менее, жизнь продолжается, Радий Фаридович? Жизнь продолжается, но... Экономика восстановилась вообще, в принципе. Вот если говорить языком цифр, какое количество организаций, опять-таки, малого бизнеса в республике удалось отстоять? Вот, скажем так, вот мы буквально сегодня подводили итоги. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике сейчас находится на уровне 2019 года, то есть до коронавируса. Там буквально небольшие цифры, разницы. Вот, поэтому мы что можем сказать? Что эта отрасль жизни, эта отрасль экономики прошла тяжелый период. И мы, скажем так, базово и масштабно не потеряли предприятия. Это вот первое. Второе, что вновь хотел сказать, что мы все-таки меры поддержки продумали. Довольно много денег из бюджета на это тратили. Вы знаете, в рамках поручения президента страны было много мер поддержки, и они, собственно, помогли бизнесу в какой-то части выжить. И самое главное, что, мне кажется, все наши усилия привели к тому, что вот очень мы надеемся, что следующий год мы все-таки... Без коронавируса будем встречать, да? Не могу утвердительно сказать, потому что мы уже, знаете, в 2020 году мы думали, это кончится осенью. Это, кстати, да. Осенью мы думали, что кончится весной и так далее. Поэтому здесь ничего утверждать не надо. Но самое главное, мы научились с этим бороться. Самое главное, что очень важно, мы вакцинируемся. Довольно большое количество людей вакцинировалось. Самое важное, мы научились как-то с этим жить. Вот это, наверное, самое важное.